Здесь представители из каждого факультета. В таком, можно сказать, круглом формате общения мы хотели бы с вами познакомиться, именно Совет Творческого Союза БГУ. И разрешите представить, вот председатель Творческого Союза Лидия Заблоцкая. Она уже участвует в фестивале «Эстрада». В детстве принимала участие в конкурсе Евровидения детском. Вот. И сейчас она возглавляет эту творческую организацию. Очень приятно. Да, мы хотим познакомить вас немножко с деятельностью нашей организации. Творческий союз БГУ – это самая молодая организация, то наша цель – это объединить и поддержать нашу одаренную молодежь, потому что именно наша организация стала площадкой для как раз-таки реализации творческого потенциала, и что примечательно, примерно 80-85% участников фестиваля «Эстрада» – это как раз-таки активисты Творческого союза. Направления деятельности мы охватываем разные. Вокал, хореография, актерское мастерство, здесь все представлено. В чем еще особенность нашей организации? Это то, что у нас не только студенты, но и преподаватели. Это база творческой молодежи. Любой студент может стать членом нашей организации. Сейчас это более 1100 студентов. И число растет каждый раз. Мероприятие UFM на волне было проведено впервые в сентябре. И это фестиваль первокурсников, куда мы пригласили всех, и ребята показывали все свои творческие способности, пели, танцевали, проходили несколько этапов. Победил у нас филологический факультет. И девчонки получили классную возможность попасть в Латвию. Это было нашим призом. Но именно после этого БГУ заполнился вновь талантливыми людьми, и мы, конечно, хотим в дальнейшем проект. Как я уже сказала, да, фестиваль «Эстрада», мы помогаем управлению по делам культуры его проводить, привлекаем активистов. И нам приятно, что многие из Творческого союза. Университетский поэтический форум, еще один проект наш, мы его проводили уже 2 раза. И в этом году мы стали межуниверситетским поэтическим форумом, то есть это не только БГУ, это БГУИР, это университеты других городов, это был и Витебский медицинский университет. И самое, что интересное, к нам приехал студент из Польши. В следующем году мы хотим еще больше расширять, чтобы знакомить всех студентов с БГУ. Ребята здесь не только читают свои произведения, соревнуются, проводят тоже мастер-класс. Собственно, о чем я и говорила, преподаватели. Так мы организовали караоке-баттл, и у нас собираются студенты в командах вместе с преподавателями, с профессорами. И вместе командами поют песни, и также очень классно проходят соревнования. С Волком у нас был совместный проект «Читаем по-белорусски». Приезжали школьники, мы их также знакомились в БГУ, рассказывали о том, какой у нас самый лучший университет в нашей стране, и готовили для них квест полностью на белорусском языке. Квартирник на Мехмате. Сейчас это квартирник не только на Мехмате, но и на разных факультетах. Ребята после учебы собираются и вместе поют, и проводят время с пользой, проводят время творчески. Квартирники собирают не только студентов со своего факультета, но и с разных. В этом году планируем провести общий университетский квартирник в конце мая. Рождественский благотворительный бал – это проект филологического факультета. Анастасия, расскажите подробнее про ваш проект. У нас проект направлен на то, чтобы помогать совместить приятное с полезным. У нас приходят ребята, проводят хорошо время, обогащаются какими-то культурными, танцуют и при этом помогают деткам из польской школы-интерната, там детки с нарушением опорно-двигательного аппарата. Один из новых проектов – это «Битва дизайнеров БГУ», где ребята проявляют тоже свои творческие способности уже с помощью компьютерных технологий, ведь все мы знаем, афиши привлекают, и вот как раз-таки все это теперь на конкурсной основе. Проект всем очень понравился, и также в дальнейшем будем его проводить. А вот это буквально этому проекту неделя, это ивент-лаборатории PSU. С помощью этого проекта мы научим ребят делать полезные, интересные, новые проекты для Белорусского государственного университета, для Творческого союза. У нас там тоже будут лекции с приглашенными спикерами. И я надеюсь, что вот как раз таки мы сегодня отобрали 18 командных участников.
И в нашем университете станет действительно еще больше хороших менеджеров в различных креативных мероприятиях. Ну и чтобы подвести такой итог, Творческий союз — это продюсерский центр для студентов. Мы их приглашаем, делаем для них мастер-классы, приглашаем на различные концерты, они выступают на разных площадках, и нам приятно, что университет предоставляет нам такую возможность творить. Будьте на волне вместе с нами. 17 мая у нас пройдет форум творческой молодежи. Соберутся самые яркие активисты со всех факультетов. Будут тоже соревнования творческие. Будет у нас ролевая игра по выборам заместителя председателя. То есть у нас есть председатель, но сейчас заместители заканчивают, будем выбирать новых. Вот. Ну, различный творческий концерт. И исполняется 18 мая 2 года Творческому союзу. Мы тоже как-то собираемся в рамках этого форума провести мероприятие и отметить одной дружной большой конференции. Ну и что дальше? И плохо, что они участвуют. Мы вас приглашаем к нам посмотреть, как изнутри живет такая дружная семья, как Творческий союз. Потому что мы действительно не только талантливые, но еще и хотим привлекать сотрудников университета к себе, ведь у нас весь университет талантливый, это каждый раз в этом убеждаемся. Спасибо большое, ребята, во-первых, за приглашение. У меня, конечно, есть вопросы. Попробую некоторые из них озвучить. Вот почему из 22 участников только 2 улыбаются? Вопрос на всех представителей. Нет, сейчас уже больше. А до этого? Все сосредоточены. Все сосредоточены. А вообще что есть творчество? Кто может сказать вот, буквально одним предложением? Или что творчество для него лично? Это выражение своей личности, своих интересов. Это в первую очередь создание чего-то нового, чего-то необычного, чего еще раньше никто Лично не для делал. вас. Это создание чего-то нового, рабочего, никто еще не делал. Так, еще кто может сказать, что такое творчество? Я почему спрашиваю? Потому что я достаточно давно практикую как раз-таки креативные системы обучения. Саморазвитие, как психологично очень. Хорошо, да. Еще. Ну, для меня творчество — это поделиться с людьми тем, что есть у тебя внутри. Если ты, например, хорошо поешь, то ты можешь поделиться этим с другим и создать такую, знаете, создать вдохновение и такую творческую ауру. Но человек в любом случае делится чем-то непроизвольно, даже ночью, когда он спит с другими людьми чем-то, на уровне бессознательного, на уровне, там, я не знаю, обмена энергии, там, да, молекулами какими-то. То есть обязательно ли для этого быть творчеством? Ну, тут больше выражение души идет через творчество. Выражение души. А если не творческие люди? Все люди творческие? Да. Но все в разных сферах. Все в разной степени, да? Просто каждый индивидуален, и каждый выражает это по-своему. Каждый индивидуально, каждый надо записать. А где все пишет? А, точно. Но кто-то пишет стихи и кладет, к сожалению, наверное, Хорошо, а вот эта для вот себя. форма круга для общения, она случайно выбрана или нет? Можно же было квадрат сделать, треугольник. Кто вообще организовывал, занимался такой пространственной, скажем, расстановкой? Ну так, это вы на вопрос хотите ответить? Да. Ну, пожалуйста. Почему круг? Круг — это фигура без углов. Да, очень Углы — интересно. это препятствия. А мы тут собрались, чтобы не было препятствий. Замечательно. Это связано с саморазвитием, да, и, наверное, желанием поделиться другими. Это связано с единением. Вот здесь мы все, С равенством, возможно. да, здесь мы все равны, мы творческие. Поэтому круг. Просто в древних культурах, когда люди брались за руки и водили хороводы, они приобщались к некой такой вот, первой силе, мистической достаточно, которая давала энергию всем членам общины. Я почему и спрашиваю, каковы мотивы вот сесть в круг. Ну, отсюда и очень многие психологические там штучки, тренинги, они тоже основаны на таком как бы формате, когда каждый может высказать свою точку зрения, не боясь, что его там критикуют или
как-то он сделает это неправильно. На самом деле ничего неправильного нет. Все мнения абсолютно правильные. Вот я и пытаюсь узнать, вот, как бы, куда я попал просто. Они просто пытаются сейчас, Андреевич, подумать о том, что для того, чтобы полностью понять творческий союз, нужно приехать на форум творческой молодежи, когда будет абсолютно другая атмосфера. Здесь немножко мы сжаты во времени, да, нас ждут уже на концерте, но их желание сделать это неформально, не в аудитории, вот именно здесь в холле, где проводится много мероприятий, наверное, это одна из идей. Ну хорошо, ладно, я готов еще, пожалуйста, вопросы, может, какие-то есть. У меня есть предложение. Один вопрос, Да, и мы улетаем. Отлично. Готовы ли вы принять участие в мероприятии Всегда любом готов. творческого союза? Если мы вас позовем на караоке-баттл, например. Вы Если готовы? я физически буду в Минске, я приду. Хорошо. Отлично. Мы запомним. Спасибо.